Наконец-то едем дальше. Вот этот поворот на Якутию. В общем, с Владивостока на Якутск поехал. Впереди что-то снегопады какие-то. Ну, в Алдане, по крайней мере, потеплело, метет снег. Здесь пока не похоже на это, но вот эти Та-500. Ну, посмотрим, что будет. Сегодня куда-нибудь до Нерюнгри доехать. Сегодня 25 февраля, в общем. Я проотвисал, рекорд поставил по отвисанию во Владивостоке. Что-то ждал кого-то, то потом что-то согласовывали, люди терялись там. Ну и получается, так время прошло. Я 3 числа приехал, 23-го уехал. Ну там 3-го приехал, на Вольво записался на 5 число. 7-го машину забрал. У меня после того якутского рейса, получается, 2 шланга тормозных лопнули, поменял. Ну так всю машину просмотрели. Короче, на 76 тысяч я заехал на Volvo. Но оно теперь не Volvo в Артеме, а на Ситрак теперь. Ну, что было, они-то еще работы выполняют, но уже выпали из списка официалов там. В общем, по стране по Volvo остался кто-то. О, Сережа поехал. О, с площадкой на Хабаровск, наверное. У меня рация выключена. У меня такая рация, уже и не услышишь. В общем, такие дела. Ну, грубо говоря, машину 7-го забрал, и сколько это? 2 недели ровно. Так, на FM надо переключать. Здесь все на FM катаются, рация. Оп, оп. У меня впереди разведчик идет. Артур едет, он, получается, на день раньше выехал, но я его почти догнал. Он сейчас в Тынде. Пока, говорит, навстречу все в снегу едут. До Тынды все нормально. В общем, все, вкратце доложил обстановку. Сейчас будем там за Соловьевском поснимаю, что там будет. Лапри, потом Якут. Это все днем, я думаю, успеем. Все, давайте, удачи на дорогах всем. Ну вот тут подъемчик такой коварный. Ну, в принципе, все тут. Снега нового нету. Уже почти до дороги. Ну да, гравия все раскатано. А сейчас -6 всего температура. И вот тут вот взлобки пойдут сейчас. Тут можно побуксовать. Даже он подтаивает, или что это такое. Короче, я чуть-чуть. Вот этот, вот видите. Ну, я, в принципе, нормально загружен. Я много наперед поналожил на прицепе. У меня вообще там по 7 на осях. А тут 14,6 поднятый. Ленивец. В общем, 25 тонн у меня. Вот эта вот реконструкция идет уже. Последний участок. Ну, за Соловьевском. Еще там долго работать. Ну, в принципе, да, самая плохая дорога на Якутию сейчас в Амурской области, вот до Тынды. От Тынды там,
Ну, там, в принципе, все выемки готовы, там уже сыпят насыпь. Я думаю, за лето там уже асфальт сделают. А так. Ну, тут коварное место осталось. Тут пустым, когда едешь. Все пути. Ну, на переходе как раз вот через вот эту насыпь. Там такое есть место. Ну, я там побуксовал вот крайним рейсом. Ну, пустым. Так, опустить его обратно. Ну, что-то он все равно опустится. Когда вниз идешь, нагрузка на передок увеличивается, там срабатывает. Ну, датчик опускает ленивец, чтобы перед не передрался, не перенапрягся. И вот это вот на горничке потихонечку. Ага. Вот видите, будет дорога. Насколько высоту, короче, понизили. Ладно, в общем, едем дальше. Ну, это вот дальше, этот же спуск в конце. Вот. Пацаны с бревнами. Ну, вот этот вот переходик здесь. Ну, сейчас вообще как бы от снега ничего не осталось. А то я вот тут вот буксанул. Я шел, вот на эту траекторию что-то вышел. Хотя надо было на свою полосу перебежать. Ну, тогда скользко было тут. Наполировано. Вот сейчас, видать, давно не было снега уже, видите, все как летом. Теперь мы еще ниже пошли к этой дороге, а ее так спрямляют. Вроде так, что меня догоняют уже. Ну ладно, в общем, кое-что интересное еще включусь. Тут самый случай, что человек смог грейдера засадить. Как он туда заехал. Ну, видно, наледь тут чистил на дороге. Грейдер вездеход вроде бы. Лопатами там отжимается во все стороны. Он в дерево уперся. Да. Короче, дерево пострадало, грейдеру-то все равно. Ну, просто он на дереве повис, получается, и не может теперь ни отжаться, ни прижаться. Наледи везде, видите, активизируется, мороз спадает, им попроще везде вылазить. Уже по рекам сверху идут и везде. В общем, 60 километров проехали. Это вот я выехал, получается, с транзита. Час 17 еду. Ну, такие тут скорости, да, до Тынды вроде тут осталось 100 километров, но это часа 3, наверное, 2,5 ехать. В общем, едем дальше. А вот Альдагой, старая дорога, вон она в лесу просматривается. Вот эта петля осталась, уже промытая, вот видите. Шел серпантин, вот так вот, вот так вот. Самое тут жесткое было место. Перевал Альдагой. И уже все, 5%. Все выемками сделали. Где-то тут еще было видно его. Ну, конечно, на камеру, да, так. Ну, в общем, затяжной. Он оттуда вот подъем начинался вот где-то здесь. Может, сейчас будет видно. Старая дорога. Ну, тут по распадку заходили. А вот она, петля, вот одна. Такая, как тещин язык, почти в обратную сторону. Ну, это одна, по-моему, первая, да.
Это был самый, вот на этом участке самый такой подъем. Тит как бы попроще даже. Ну, именно межсезонье тут не проездное. То уносило, то сносило, он узкий. Эти, ну, как бы, тющиные языки, такие радиусы, что там какие-нибудь травы там попадались, там как в ловушку. Просто физически он там в радиус не мог заехать. Да, остались только воспоминания. Ну, кто там в ютубе, найдите Альдогой, посмотрите. Он по низу вот шел, заходил. И такой крутой подъем был, по-моему, получается, на первый налево, если как вот на Амурскую область. И 4 этих тещиных языка. В общем, коварное место было. А теперь пронеслись и не заметили, в общем. Так, Тында, столица Бама. Сколько раз ездил, по-моему, все время я ночью тут. Вот раньше старая дорога шла. Вот видите, прямо вот по кромке, понад кладбищем. И вот там вот заворот был. Не вот это, а вот она. Ну, это давно раньше. Еще ездили. Потом сделали вот там выемка. Как бы расширили все. Ну, так Тында, да, сделали все заборами тут. Светофор на спуске, конечно, вообще не в тему. Ну, он не на перекрестке, как бы. Тут затяжной он. И вот еще светофор тоже поставили. Сдалека особо не видать. Ну, в конце спуска в повороте. В общем, не знаю. Так себе место зимой по гололеду. Ну и в подъем то же самое. Вам надо в подъем чуть набрать скорость, со светофора трогаться. Ну а что тут за Тынду расскажешь? Столица Бама. Крупнейший железнодорожный узел на Дальнем Востоке. Ну вот дальше там вот вокзал, сама станция. И тут компактно. Все 9-этажки на горе. Вот она, как раз ЖД вокзал. Ну, был тут неоднократно. А тут всегда этот с Нерингри вагоны. Ну, как отдельно к какому-нибудь поезду потом прицепляют. Одноименная. Да, темпер вообще тут -4 всего. Погодка супер, в общем. Так, у нас там что, сначала зеленый, потом красный. А теперь везде зеленый, теперь газ в пол. Ну, как-то эффекта не особо. У меня 25 тонн, она, ну, как поехала. Но без пробуксовки, короче. Так, ладно, этого мы, наверное, объедем сейчас. Светофоры как-то, да, много стало тут пешеходных. Тут такой подъем затяжной. Ну, в принципе, Тында так спустился, получается, поднялся, опять спустился, кончилась Тында. Тут железная дорога, основное занятие. Тут как-то ехать
ехали, да, на трале, вот там нижний светофор, еще вот это расширение не было, так у нас такой бульдозер был размером же. Провода палкой подымали. Четра Heavy 4. Такой был экспериментальный бульдозерец. Ну, если получится, прикреплю фотки. Едем дальше. Это я, чтобы не монтировать, место для фоток сделал. Круто монтаж такой. Так, ну тут что можно сказать? Аншлаг на ННК. И вот это вот классная кафешка здесь вот. На заправке. Ну, единственное, что неудобно, когда едем на Якутию, тут стоять. Хотя место было вон там на остановке прямо. На автобусной по беспределу. Встать. Ну, я в Лапрях там заеду, перекушу, там кафешку держит. Еще поселок уже развалился, Лапри. А там кафешка и что-то еще. По-моему, МЧСный гараж какой-то стоит. Ну, вот она и Тында была. Все. Так, надо тут подсбавить, а то тут просто получается дорога кривая становится. Не слегонца даже. И вот тут стоянка за Тындой. Обычно тут стоят, она вся забитая вечно вечером. Потому что тут особо стать-то и негде. До Тынды там везде ремонт дорог там. Короче, вот так вот потихоньку. Тифоны, все, короче, кривое. Ну и все, проехали Тынду, в общем. Ну, дальше будет что интересное. Включусь. Все понятно. Это решил заснять спуск тут такой затяжной. 7-я передача. Вот. На 3-м горняке все сухо, правда. Но крутой спуск, очень затяжной к Лапри. Тут, как говорится, если где-нибудь расслабиться, можно скрыться в кювет. Ну да, на камеру, наверное, кажется, поровно едем. Непонятно, зачем обороты высокие. Не, ну можно тут, конечно, притормаживать, ну забодаешься. Тут сейчас поворот, вниз, вниз, вниз. И там в конце, в самом, там обычно сносят забор и валяются в кювете. Ну, один раз я видел, да, КамАЗ с металлом там был. Тут даже 7-я приходится. Вот на секундочку тормозом придержал, потому что тут уклон увеличился. Сейчас дальше вроде поровнее пойдет спуск. Тоже зимой тут межсезонье. Но он как бы в основном народ-то пустой едет. Если не посыпано будет по снегу, тут тяжело. Там даже вот, когда сюда поднимаетесь с той стороны, там видно, с цепями буксовали, аж весь асфальт пробуксовали. И там короткий такой прямой подъем. И спуск уже подлиннее. И сейчас в Лапри там уже зайду в кафешку что-нибудь съем. Видите, на 7-й передаче.
пытается кочегарить, короче. Ну, где-то такой же он, как Новопавловский примерно. Только Новопавловский прямой, а тут, ну, уже почти спустились, вот это низ и поворот. И вот тут уже кто тормоза перегревали, что-то еще, тут уже начинают кочегарить. И в поворот попасть тяжеловато. Ладно, выключусь. Вот видите, уже наледи пошли по льду сверху. Ну, полегче стало. Мороз не сильный, сейчас вот -5. Видите, вода уже. Это как бы не оттайка, это просто вот грунтовые воды выходят теплые и пошло. А вот это Лапри у нас река одноименная. И вот поселок раньше был. Я тут даже был в пионерском лагере как-то в 88 или 89 году меня отправили. Вот эта вот гора, как сейчас помню, вот лагерь был где-то вот вот здесь вот. Ну, такие деревянные домики одноэтажные. И у нас тут даже спортивное ориентирование были. Мы толпой дети носились тут по горам, по лесам. Не знаю, как тут медведи себя чувствуют. До сих пор, наверное, боятся приближаться. Толпа орала тут носилась, наверное. Грибы собирали, я не знаю, всякие ягоды. Там все посжирали, там что было. Как это, как саранча. Ну, вот, а кафешку еще держат здесь люди, энтузиасты. Там вот еще одна речка будет. Ну, он, получается, лагерь, вот, по-моему, вот поворотик. Где-то вот здесь вот он. Или вот эти вот ворота. И вот тут в леску он был. Ну, кто знает, местные подскажут. Я даже не знаю название его. Такие дела, в общем. Скоро Якутия. Пойду что-нибудь перекушу. Ну, вроде как солнце еще высоко. Все, до встречи. Подходим к границе. Якутия начнется. Ну да, тут особо виды не просматриваются. Ну, в общем, становой хребет. Как обычно. Тут по водораздельной, вон, я уже говорил. Все, что на юг отсюда в Амур впадает, а уже с той стороны гор все в Лену. Тут новый знак. Ну, я снимал в темноте, там непонятно ничего. Стояночка маленькая получается. Там дальше за знаком стоянка. Ну, там взяли все эти, ну, поубирали почему-то надписи старые. Тут тоже, видите, занята она. Все тормозят пофотаться. Тоже на обратном пути, пацаны. Ну вот новый знак поставили. Какие-то путешественники и чуваки с 12-го региона. Вот Якутия, Саха-Сире. Уруя и Хау, Саха, Республика Тын. Ну и все, вот вышли на самый верх. Ну, там чуть будет повыше еще место одно. Ну, как бы все виды. Ну, правда, Якутия сразу встречает это начало гравийки здесь. Опа. До Нагорного. Ну, километров 20, наверное. Не остался. Или новый сделали, я не знаю. По-моему, один момент. Вот тут я, кстати, раз стоял, и медведь оттуда вышел. Ну, я заснял там в видосе, у меня есть. Подошел, эту мусорку перевернул, какой-то пакет взял с нее и пошел в сванник сюда. Сейчас сванник, видите, снегом прибитый. Вот это вот как бугры, кажется, да? Это все, ну, как бы кусты. Просто снегом замело сверху. Ну все, сейчас тогда включусь, там будем подъем Якут. Ну, думаю, погода отличная будет, вот такая же поверхность. Вот, спускаемся, сейчас будет.
раздвоенный мостик. Так. И пойдет подъем. Что-то тут у меня все проскальзывает. Подъем. Как-то как стиральная доска слегонца. Так, ленивец поднять. Вот дорога на станцию Нагорная. Ну, я уже хочу повторяться. Короче, она выходит там возле Темтона. Почему здесь не сделают поровный объезд вот этого подъема, непонятно. Ну, то, видать, наверное, дорога к ну, это притрассовая железной дороги считается, наверное. Потому никак не это. Так, мне вот это он маленький попался. Ну, по идее, не скользко тут. Но я его что-то догоняю. С Магадана. 49-й регион. Ну ладно, попробую объехать, я не знаю, как-то он тяжелый сильно. Чак. Сейчас подъем там за поворотом еще, ну, покруче начнется. Да, днем, кстати, тут едешь, рельефа как-то не видно. Ночью классно свет светит, и вот эти ямки, ну, как бы темными. Видно траекторию. А так визуально вроде ровно все трясется. Вот тут, вот, видите, крутизна добавляется. Собачки какие-то гуляют там. Тоже ж вроде погулять больше-то негде. Ой. Ну да, уже тут грейдера просятся грейдером, чтобы подровняли. А тут песики, вы чего, откуда вообще? Погулять пошли. Понеслись за мной, типа. Каюки зеленые, вот это вот. Ну, короче, подъем Якут называется. Ну, снег когда идет, тут, конечно, тяжковато. Сейчас он, в принципе, нормально. Ну, считайте, выехали вот за поворотом и все. Там включусь, будут те живописные виды. Чутка вот сейчас вот проедем, и будет самая верхняя, наверное, точка по пути, которая... А, нет, это еще не здесь. Я, как обычно, раньше включился. Ну ладно, в общем, прокатимся на закате. Минус 9. Сухо. Оп. Вот это вот самая вот тема. Прыгуны вот эти. Не пропустить, главное, взлет. А, ну да, сейчас где-то будет за поворотом тут такая
наледь, именно которая, ну, не поверху, как-то изнутри давит, там прям такой бугор был. Ну, прям лед аж лопнул толщиной 3 метра, наверное, намерзший. Ну, прокатимся все равно так, чисто для эстетического наслаждения. Такие панометаллокозырьки. Это бульдозер уже толкал, и после этого там вот, кстати, по стоянке было видно, стоянку проезжал, там просто горы такие выше машины бульдозером напихали, то есть нормально где-то как-то снежок был. Ну и в Алдане метет, там вот такое будет, ну, наверное, и на Титу. Не знаю, я так Хатыми посмотрел погоду, там вроде бы, ну, как снежок нарисован, но по чуть-чуть, а в Алдане прямо как это с другой стороны, может, как бы гор. Может, и не будет на Титу ничего такого. После Нагорного асфальт начинается и уже до Чульмаканской петли. Так, это у меня вибра стоит, это на пересечении разметки предупреждает. Ну, вибрирует руль. Как-то на предыдущих Вольвах там, конечно, это слежение за полосами вот включено. Электропомощник выключен у меня. А то он как бы, ну, ямы объезжаешь, он все время, ну, как пытается прямо руль держать. Все время сопротивляется, потом порулишь так с ним по кривой дороге, аж руки болят. Пытается все время эту траекторию. А по полосам на старой у нее, у меня тут вибрирует, ну, просто раз разметку. Ну ее не видит, наверное, эту нечеткую разметку. На ней пищит прямо противно. Да, вот здесь, по-моему, было. Что-то уже обратно куда-то делось. Ну вот трещины, снегом, наверное, замело, не видно сейчас. Вот видите, лопнул лед, его как бы поднимает изнутри. А реально тут яма как бы. Вот это вот наледь получается подо льдом. Видно, снегом сравняло, просто не так глаза бросается. Ну и 3 метра я, наверное, подзагнул. Надо ей взять линейку, померить. Так, нет, что-то и дороги не видно. Солнце прям на дороге лежит. Да, я что-то хотел самую верхнюю это там точку заснять. Что-то заранее часа на пол, наверное, включился. Ну ладно, считайте, как тут побывали. Все, дело к весне, уже такие морозцы будут. Легкие, но уже вряд ли будет 50, я думаю. Апрель, март. В принципе, весь март еще спокойно там можно по льду ездить, а уже к концу, наверное, середина апреля уже все там начнет
ну как, вода талая, лед пронизывать до низа, и лед такой будет вот на берегу, когда вот ледоход проходит, видно, льдины лежат, и они такие, как вот из сосулек состоят, вот так вот, прямо, ну, пронизанные вдоль, вот, как талой водой, и такое рассыпается на сосульки, прямо эти льдины. Ну, тогда можно и провалиться, даже если там 2 метра толщина льда, он весь становится такой рыхлый, и в нем. Ну, а глубина реки, там мне кто-то писал по фарватеру, там 38 метров. Ну, кто ходил там по линии, наверное, на судах. То есть там как бы даже лед пусть 2 метра, будет 2,5, все равно есть куда тонуть. Да, это я вот здесь хотел. Вот мы выходим, вот. Там на вершину. Ну как тут становой хребет, по-моему, самая верхняя 2,7, что-то какая-то гора здесь, по-моему, или 2,300. Где-то там она справа, по-моему. Вон наверху выходит. И пойдем вниз потом. Вот внизу железка идет. Там же видно вон нефтепроводы, газопроводы вот здесь справа. Восточная Сибирь, Тихий океан, Сева-Сибирь и Сева-Сибирь вторая очередь. Плохо, что тут нельзя, нет стояночки нигде остановиться, осмотреться. Камера стоит, мониторит ситуацию, я не знаю ли что. И он просматривается, видите, там все горы. Получается в ту сторону. Тут и железка, и все, что тут есть, видно. Ну и тут, правда, надо сбавлять, потому что здесь вот такие вот. Опа. Амплитуда. Сейчас сюда ту сторону посмотрим, что там. На ту сторону как-то особо и не видно, да? А ну когда с той стороны в поворот выходишь, тут видон открывается. А, ну тут тоже вот, видите, горы какие. Опа-на! Ого! Так это скорость 35 всего. Ой, ай. Туннель здесь через гору железнодорожный. Ну ладно, в общем, все, я тут уже по 10 раз все одно и то же заснял. Это кто первый раз смотрит, так. Приезжайте в Якутию, как говорится, посмотрите сами. Ладно, всем удачи на дорогах. Давайте в следующем уже видосе буду Титап проезжать.
Короче, на Тита не заснял что-то я, блин. Тут как бы две машины встали, я, получается, уже вторая попытка у меня. Назад сдавал. И опять с разгону встал. Ну, что-то как бы снега побольше, видать. Что-то мело, и получается, ну, есть где буксовать. Встал, вот сейчас тронулся со второй. Сейчас посмотрим. Тут еще, кстати, вот бугор самый. Пока крадется. Ну, получается, одна машина стояла, и рядом с ней встала Volvo. Ну, и как раз я подлетаю. Ну, я хрен знаю куда задом сдал. Разогнался, и все равно набуксануло вот именно. Все на механике, туда-сюда. Четвертая вроде, все. Он на четвертой начал канавки копать, типа. А что, я уже пока переключился, она почти стоит, машина. Ну, назад вот скатился и со второй. Ну, вроде посыпки много, но мягкая она или что-то такое. Там вот две машины внизу. Вот эта Volvo сдала. Назад в ряд стала, и дафиг стоят. Но они легкие. И давай, давай, давай. На маленьких оборотиках. А то отсюда задом далеко ехать уже. Просто суета была. Там трал стоял, получается. Это я чуть-чуть опять вот этот момент кочегарить начал. Ну, наверное, слабо раскочегарил. Может, 75, там что-то такое. Ну, со второго раза тоже 75 больше не получилось, потому что я сильно далеко не уехал там задом. А ну в темноте плохо видно. И вот эти обочины еще. Там видно даже следы, кто-то задом сдавал, уже позавалились туда. Так, ну сейчас вот там вот на полочку выйду. И можно до 6 раскочегариться. Так, аварийку можно выключить. Ух, Тит всегда это без сюрпризов. Да вроде у меня есть с развесовкой нормально, но может надо было по встречке. Там вроде как выглядит поскольже, но там тверже, по-моему, поверхность. Ну, задом покатался, что в темноте, чисто так. Так-то вроде нормально отрегировано. Ну, видно, что мело, может быть, не вчера, а на днях, потому что свежее по обочинам все. И тут, видать, добавилось, как бы, ну, сама дорога помягче, камни эти все, ну, начинает копать. Вот там мужик тоже в рацию. Сейчас не горит уже, говорит, и цепи все порвал, и все. А она просто роет с цепями, и все. Так, ну вроде я... А там что, стоят тоже на повороте. Мужики, а вы там в повороте встали, что ли, да? Проезд есть? Мужики, в повороте стоите, проезд есть? Что там вообще обстановка? Ну, наверху вот это вот огоньки, это что вы там делаете? Проезд есть там? Мы внизу стоим, там не знаю, что наверху. Правый ряд свободен, можно проехать. А правый ряд — это плохой ряд. Так, окно надо закрыть. Разгоняться. А, не, это вообще он задом куда-то на стоянку заехал, типа. Якутск идешь, там ничего, Сайгаков ничего не движется в нашу сторону. Не движется.
Так это он задом уехал. Непонятно что-то. Что он там делает вообще? Не вышел с ложила и... Так. Давай. Выгребаем. Подбуксовываем. Спрямляемся. Выехали. Коллега, быстрее спускайся, пожалуйста. Там надо того уже, наверное, бульдозером вытаскивать. Как-то он не понял вообще, куда заехал. Так, можно и автомат уже включить. И блокировку отключить. И ленивец опустить. Все, дальше проще, как говорится. Ну все, такие ночные движухи здесь. Чуть-чуть я не заснял, конечно, первую свою попытку, но что-то вообще в завалу вылетело. Я вышел, получается, вижу куча машин, вот так вот туда-сюда по рации спросил, говорит, проезд есть. И в этот момент, получается, проезд нет, потому что Вольво там с вагончиками, он, получается, рядом встал и начал задом сдавать. Ну и все. А я побоялся как бы вообще в щель проезжать по правой стороне. Тут видите, как вот оно вроде как грейдер отровнял. Чуть зацепишь, оно раз тебя утянуло, и потом там будешь веселиться. Короче, со второго раза и то встал тоже, блин. Ладно, едем дальше. Давайте, всем удачи на дорогах. Дальше уже асфальт. Так, тут тоже трал с краном не выехал и уехал. Видишь, задом уже все, ему некуда. Капец, конечно. Уже задом сугробы, некуда выравниваться. Надо только вперед. Ну, блин, у него там кран такой, тонн 70 весит. Как не больше. А тут с этой стороны тит тоже крутой, как бы, но короткий подъем. Но его тут так даже не сыпят, в принципе, потому что все пустые носятся. Только бульдозером его тащить каким-то. Фу. В общем, такие дела. Ладно, в очередной раз Тита покорили. Едем дальше.